Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял участие в 6-й консультативной встрече глав Центральной Азии. В Венгрии состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана. Минниханов поделился новыми фото своего Алабая Ак-Доста и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в 6-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Консультативные встречи глав государств Центральной Азии за прошедшие годы доказали свою эффективность в формировании целостного представления о региональном сотрудничестве и определении его приоритетных направлений. Нынешняя встреча предоставила главам государств возможность обсудить текущие вопросы регионального сотрудничества и наметить пути реализации новых масштабных совместных проектов. Распоряжением президента Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки председателя Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту Алаберды Сапарова объявлен строгий выговор. В Венгрии состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана. В мероприятии приняли участие делегации деятелей культуры и искусства, представителей киноиндустрии, специалистов музейного дела и журналистов из Туркменистана. Перед началом торжественного мероприятия посетители осмотрели подготовленную выставку, где под звуки национальной мелодии ознакомились с музейными ценностями изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана. Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов порадовал подписчиков новыми фотографиями Алабая Ак-Доста. На снимках видно, как Алабай, имя которого переводится с татарского как «белый друг», заметно вырос. Стал ростом с теленка, ест как слон, подписал пост Минниханов. В Москве прошел 12-й международный евразийский форум «Такси», в котором приняла участие делегация из Туркменистана. Делегация из Туркменистана, в составе которой были представители агентства «Туркменавто Улаглары», стала частью насыщенной деловой программы форума. Новое исследование, проведенное учеными из Канады и Великобритании, выявило интересную тенденцию. Женщины испытывают более сильный стресс от использования современных технологий по сравнению с мужчинами. Специалисты изучили влияние информационно-коммуникационных технологий на рабочую и личную жизнь. Результаты исследования показывают, что женщины чаще сталкиваются с цифровой перегрузкой. В ходе исследования были проанализированы данные более 6600 работающих женщин из 29 стран. Один из итальянских ресторанов привлек внимание туристов и местных жителей. Заведение подняло цену на гавайскую пиццу до невероятных 100 евро, что в 10 раз превышает стоимость других видов пиццы в меню. Эксперты отмечают, что это своего рода компенсация итальянским поварам за приготовление чужеродного для их кухни блюда. Действительно, гавайская пицца, изобретенная в Канаде в 1962 году, не пользуется популярностью среди итальянцев и считается нарушением кулинарных традиций страны. Сборная Туркменистана по футболу среди юношей до 17 лет примет участие в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, который пройдет с 17 по 24 августа в Душанбе. Турнир соберет команды из 6 стран Центральной Азии: Афганистана, Ирана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Жеребьевка группового этапа чемпионата КАФА 2024 состоится 15 августа, после чего будет опубликован полный календарь игр. Все матчи турнира будут доступны для просмотра в прямом эфире на YouTube-канале КАФА. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.